Документы на пособие для семей с детьми от 3 до 7 лет, возможно, не придется оформлять заново. В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения республики планируют автоматически перевести данные тех, кто уже есть в базе. Напомню, 15 января в послании парламенту Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет. Также с начала этого года семьи, в которых доход на одного трудоспособного человека меньше 2 прожиточных минимумов, будут получать пособие до 3 лет. То есть семьи с низкими доходами получат поддержку от рождения до достижения 7 лет. Подробнее об этих и других выплатах расскажет Лилия Курбанова. Детское питание, каша тоже очень быстро уходит у нас. Кроха-гурман всем видом показывает, внимательно относится к питанию. Вот даже на камеру изучает этикетку. В семье Свиридовых 3 детей. Пока брат в школе, сестра в детском саду, а папа на работе, Вероника берет уроки рисования у мамы. Будем рисовать солнышко с тобой? Да, давай будем рисовать солнышко. Вероника родилась в 2018-м. Свиридовы узнали о положенном пособии уже в роддоме. Подали документы и стали получать выплаты. Через 2 месяца малышке 1,5 года. Раньше субсидии были рассчитаны как раз до достижения этого возраста. С начала этого года действует новый закон. Семьи, в которых доход на одного трудоспособного человека меньше 2 прожиточных минимумов, будут получать пособие до 3 лет. Вообще, когда мы планировали 3-го ребенка, мы ни на кого не рассчитывали, только рассчитывали сами на себя. Вот. И никаких вот этих дополнительных льгот, они, может, и были, мы не знали. И вот сейчас, если есть такая возможность получать вот эти дополнительные выплаты, почему бы их не получать? Все сейчас дорого, да, и памперсы, и смеси. То есть очень детишки нам очень дорого сейчас обходятся, да. Поэтому как бы помощь эта, да, она сейчас нам даже просто необходима. Еще одно пособие появится на детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Поддержку получат семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 1 прожиточного минимума для трудоспособного населения. Размер пособия, по словам президента страны, составит чуть более 5000 рублей. В нашей республике на этот вид пособия смогут претендовать где-то 90 тысяч детей. Именно на стольких детей сейчас оформлено ежемесячное пособие на ребенка. Оно как раз выдается только таким семьям, где низкие доходы. И сразу скажу, что мы постараемся сделать все от нас возможное, чтобы вот родители вот этих детей, которые уже у нас есть в базе, не приходили повторно оформлять это пособие, если, конечно, документы все соответствуют срокам. В стране падает рождаемость. Сейчас коэффициент составляет 1,5. 3 года назад он был больше – 1,77. Владимир Путин в своем послании поставил задачу в следующем году вновь вернуться к этой цифре. Также семьи, в которых родился или родится ребенок после 1 января 2020 года, получат единовременную выплату. Глава государства озвучил следующие суммы материнского капитала. За первенца почти 470 тысяч рублей. За второго малыша еще 150 тысяч. Если же один ребенок в семье уже есть и ждут второго, то выплата будет сразу в полном объеме. Это 616 тысяч рублей. Также тем, кто станет родителями в 3-й раз, государство погасит ипотеку в размере 450 тысяч рублей. Поправки в законе начнут действовать после согласования Госдумы и Советом Федерации. И сегодня стало известно, что начислять мат-капитал могут начать уже в марте. Все эти меры нацелены на выход страны из демографической ямы. Лилия Курбанова, Артур Елаев, Тимур Каюмов. Новости Уфа.